Специалисты общероссийской организации инвалидов «Факел» прибыли в наш город с целью реализации проекта в рамках грантовой поддержки президента России, касающегося формирования доступной среды для маломобильных граждан. Он включает в себя подготовку общественных инспекторов и экспертов в области прав инвалидов. Визит специалистов проходит в два этапа – теоретическая часть и проверка объектов на практике. В плане доступности было решено проверить 3 социально значимых объекта оздоровительно-досуговой направленности. Это Центр детского творчества, Ледовый дворец и Центральную городскую библиотеку. В целом, конечно, везде есть нюансы. Понятное дело, что у нас раньше этому внимания особо так не уделялось. Но сейчас мы говорим уже, что не о медицинской модели понимания инвалидности, не от того, что подходит, что люди плохо двигаются, плохо слышат, плохо видят, а именно из социальной модели, что именно барьеры, созданные в обществе, в том числе инфраструктурные барьеры, они как раз и создают, то есть люди являются инвалидами, потому что они не могут преодолеть эти барьеры. И вот сейчас как раз уже государственная политика, федеральная программа «Доступная среда», она как раз направлена на то, чтобы устранять барьеры, которые приводят к нарушению прав, дискриминации людей по признаку инвалидности или по другим признакам. Проверка включила в себя целый комплекс мероприятий: транспортная доступность, оборудование остановочных комплексов, пешеходных дорожек вплоть до входной группы сооружения и путей движения внутри здания. Проверялись ширина проемов, высота пандусов, наличие поручней, нескользящее покрытие и другие немаловажные детали. В общем, все то, что помешает человеку, например, в инвалидном кресле, попасть из пункта А в пункт Б. Комиссия отметила, что сибайцам еще есть над чем поработать. Например, высота бордюра пешеходной зоны должна быть не более 1,5 сантиметров, а как выяснилось на деле, она составляет аж целых 17. В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. То есть мы интегрировались в мировое пространство, и в котором прописаны, что проектирование и строительство нужно вести на принципах универсального дизайна, без барьеров. И смысл в том, что объект, когда сдается в эксплуатацию, на принципах универсального дизайна, он проектируется таким образом, что он не требует специальной адаптации уже в дальнейшем для каких-либо категорий населения. Марат Юнусов является членом паралимпийской сборной страны по фехтованию на колясках. Выступал на соревнованиях в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012. Лучший результат – 4 место. Он объездил множество стран и признается, что в той же самой Европе инфраструктурная доступность для людей-инвалидов реализована гораздо лучше, чем, к примеру, у нас. И срок создания доступной среды уложился в 10 лет. Это реально сделать и в России, и в нашем регионе. Главное просто понять, что маломобильными группами населения являются не только инвалиды-колясочники, но и туристы с багажом на колесах, пенсионеры, дети и молодые мамы с колясками. Вероятно, тогда безграничное передвижение людей станет возможным. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.